Дороги. До недавнего времени эта отрасль была ахиллесовой пятой для Чеченской Республики. В результате прошедших войн инфраструктура практически полностью пришла в негодность. Урон был настолько масштабным, что его невозможно было стереть наравне с другими следами тех страшных лет. Пришлось начать с чистого листа. Первые шаги на пути к возрождению дорожной инфраструктуры были нелегкими. Из-за больших объемов пришлось делать это поэтапно. Вначале мелкий ремонт, реконструкция, а затем, собственно, и само строительство. Самый крупный проект на сегодня, пожалуй, дорога в обход Гудурмеса. Эта ветка в значительной мере должна разгрузить федеральную трассу М-29 «Кавказ». Выглядит это примерно так. Начинается она от Мескер-Юрта, оттуда прямой линией проходит через все населенные пункты и заканчивается на подходе к Гирзелю, то есть практически на границе с Дагестаном. Общая протяженность дороги в конечном счете составит 38 километров. Дата ввода в эксплуатацию пока не уточняется. Сейчас строятся транспортные развязки и мосты по этому маршруту. Жители Ножеюртовского района буквально за полчаса могут попасть в город Аргон. Это будет дорога первой технической категории с 4 полосами движения. Еще одна трасса стратегического значения – Ставрополь-Кизляр-Крайновка. По территории Чеченской Республики проходит около 200 километров участка этой дороги. Она разрушена военной техникой и не ремонтировалась на протяжении 35 лет. Чтобы привести ее в нормативное состояние, не хватает денег, доложил министр автодора главе региона. Рамзан Кадыров обещал помочь. Президент Саркият из 35 чарбонтига нетабин цары шейк техник училилер бөхлер тига многонациональный дон ёшел метк дон ихилер нет сахарч дон тадух болнах дон Дагестане олдога хабош биш училир хадер дон обозначительный даст дон письма администрации дон именно даст дон мухал дон что дичалис язна хадер чаският язду плюс из эра идус кида вы мотор обиш وين خاين ده طبعا ونحكي عن تطور المشين ده وهو شيء على كده طبعا يحتاج شويه مش تعوض شويه. В рамках стратегии развития дорожной инфраструктуры производится строительство и ремонт не отдельных участков, как это делалось раньше, а целых маршрутных направлений. Программа коснулась как равнинных районов Шелковского, Гудурмесского, так и горных Ножеюртовского, Шатойского и Веденского. В прошлом году мы ввели осенью Гудермес-Азаматюрт, граница Дагестана. Это тоже соединяет, значит, две республики, тоже важное маршрутное направление. В этом году также планируется ввести в эксплуатацию второй по величине мост республики, который свяжет Шелковской и Ножеюртовские районы. Проложен он через Хангиш-Юрт и Парабыч. Длина его достигает 264 метра. Переправа значительно сократит расстояние между населенными пунктами. Этот мост также решит другую проблему жителей окрестных сел. Из-за изгиба реки Терек частенько затапливал их. Строительство нового русла устранит и этот риск. Всего в этом году Минавтодор планирует сдать 11 мостов республиканского значения. Это намного улучшит инфраструктуру и обезопасит движение на дорогах региона. Магомед Салтамурадов, Халид Маусаев, Шамиль Ветерханов. Новости 7.